Перспективы развития сучасных энергоэффективных и ресурсозберагальных технологий на предприемствах, выкористание аднаўляльных крыніц энергии, у тым ліку тарфянога паліва, укаранение инновационных решений у разных галінах экономики. Вось далёка не полный спіс пытанняў, якія были узняты падчас навукова-практычнай конференции у Барановичах. На сегодняшний день энергосистема республики в своем производстве использует в балансе 92% газа. Поэтому, конечно, диверсификация топливно-энергетического баланса, она очень важна для нашей республики, в том числе и с точки зрения энергобезопасности. Поэтому в республике было принято ряд конструктивных и стратегических решений. Одно из них касается создания и начала в 2020 году работы атомной электростанции в Островце мощностью 2400 мегаватт. И второе направление, которое очень интенсивно поддерживалась в Республике Беларусь и сегодня продолжает развиваться, это использование возобновляемых и местных топливно-энергетических ресурсов. У конференции взяли удел больше за 40 специалистов палеўна-энергетичной галины, у тым ліку представники России, Молдовы, Латвии, Туркменистана и Эквадора. Менавіта ў гэтай краіне с 2010 года реализуется переход до новой энергетичной модели, больше энергозберагальной и энергоэффективной. Цікавы гэты вопыт и для нашей державы. У Эквадора был прыняты и ажыццяўляецца шэраг национальных планов и программ. До прикладу, распаўсюджванне электромобилей, пераход до выкарыстання у домах индукцыйных плит замест газовых, пераўтварэнне звычак насельніцтва и прывучанне до адказнага спажывання энергетычных ресурсов. Сегодня нас вельмі цікавіць вопыт Беларуси у газовой галіне, и мы спадзяемся на плённае супрацоўніцтва. У конференции, до речі, удзельнічалі не только энергетики, але и представники іншых галін экономики. Ни для кого не секрет, что энергоэффективность и энергосбережение приоритетные для каждой галины. В первую очередь польза – это обмен опытом, общение людей, знакомство с новыми направлениями, которые разрабатываются в нашей отрасли по энергоэффективности. Ну, скажем, вот у нас участвует в данном мероприятии, мы уже 3-й год вместе работаем, это Могилевский университет продовольствия. Стоимость колбасы зависит от энергоэффективности. Сколько энергии тратится на нее. Актуально не только для нас, газовиков, которые поставляют газ, эксплуатируют оборудование соответствующее, но она актуальная тематика для всей республики. По словах организаторов, сегодняшняя конференция далеко не апошняя. В наступным годзе плануется официально надать ей статус международной. Алена Ракуть, Алиса Григорчук, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».